Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. За последние годы в республике проводились масштабные мероприятия по приведению в норматив автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Работа шла в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был принят к реализации по инициативе президента страны Владимира Путина и завершен в 2024 году. Уже в этом году приведение в порядок автодорог будет идти по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об итогах одного проекта и планах последующего мы сегодня поговорим. Гость на студии Анатолий Павлов, заместитель генерального директора Управления автомобильных дорог Республики Саха-Якутия. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, прежде чем мы начнем с вами разговор о новом национальном проекте, давайте поговорим о работе по улучшению транспортной инфраструктуры на региональных дорогах Якутии в прошлом году. За последние годы в республике проводились масштабные мероприятия по приведению в норматив региональных и межмуниципальных дорог. Работа шла в рамках, как вы уже отметили, национального проекта «Безопасные качественные дороги», который был инициирован по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в 2019 году и завершен в 2024 году. Замечу, что с начала 2019 года начались реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», и у нас в республике подрядчиками управления введено в строй более 1200 километров автомобильных дорог и сотни погонных метров мостовых переходов. Важно подчеркнуть, что к концу 2024 чтобы отвечать требованиям нацпроекта, на этих дорогах, еще раз подчеркну, устанавливается барьерное ограждение, уличное освещение, а также сигнальные столбики. Также управлением дорог на постоянной основе ведется работа по профилактике и пропаганде правил дорожного движения, снижению травматизма, принимается активное участие в телевизионных и радиопередачах. Добавлю, что все перечисленные мероприятия, безусловно, влияют на снижение аварийности всех основных показателей. И, например, за предыдущий 2024 год уменьшение основных показателей аварийности привело к снижению ДТП на более чем 11%. Слушайте, ну цифры внушительные. 1200 километров дорог и мосты, и погонные переходы. Я, насколько понимаю, не только ремонтами дорог и мостов славен завершившийся нацпроект. Что еще делалось в рамках БКД, как его называли раньше? Здесь необходимо отметить, что мы стараемся не только привести в порядок автомобильные дороги, как уже подчеркнули, да. В прошлом году у нас заработал в тестовом режиме автоматический пункт весового и габаритного контроля. Это высокотехнологическое оборудование. Также велось в рамках национального проекта, установлены пункты на автомобильной дороге НАМ 16 километр и у нас 65 километр. Ввели в эксплуатацию в тестовом режиме в ноябре прошлого года, и за 3 месяца работы в тестовом режиме выявлено более 9000 нарушений большегрузов. Стоит отметить, что штрафные санкции к нарушителям не применялись, так как работа велась в тестовом режиме. Но хочу подчеркнуть и предупредить водителей, перевозчиков, грузоотправителей о том, что сейчас работа ведется в промышленной эксплуатации. Да. Значит, штрафы будут? Штрафы будут, и отнюдь не маленькие, на сотни тысяч рублей. Ну, как говорится, чтобы неповадно было ездить там, где не нужно. Анатолий Васильевич, 2025 год, новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Какие планы? Действительно, в текущем году мы начинаем работы по новому национальному проекту. Это «Инфраструктура для жизни». Национальный проект – это логическое продолжение предыдущего проекта «Безопасные качественные дороги». И будет он продолжаться до 2030 года. Уверен, что, как и прежде, дорожники справятся с поставленными задачами. В этом году в республике предусмотрено бюджетных средств порядка 7 миллиардов 300 миллионов рублей, в том числе порядка 2 миллиардов 600 рублей из федерального бюджета. На текущий момент у нас заключено контрактов по 22 объектам. Это порядка 120 километров автомобильных дорог. Сразу скажу, что эта цифра не окончательная и может быть пересмотрена в сторону увеличения. Но здесь важно отметить, что мы говорим о автомобильных дорогах, о республике регионального значения или федеральной тоже? Это мы говорим только о региональных и межмуниципальных дорогах. Вот. Давайте тогда поговорим о том, что планируется сделать, какой километр. Сколько километров дорог, точнее, если быть спрашивать, будет отремонтировано или приведено в нормативное Это состояние? порядка 120 километров 120. Региональных и межмуниципальных дорог. У нас дорожно-строительный сезон, как правило, начинается в весенне-летний период, в период благоприятных погодных условиях. Например, сейчас уже на региональной автомобильной дороге Анабар на участке от федеральной дороги Вилюев в сторону Мирного начался ремонт, капитальный ремонт. В марте?
В марте уже, да. Подрядчикам на текущий момент отсыпаны объездные пути в местах укладки водопропускных труб. Всего планируется отремонтировать порядка 3,9 километров автодороги. После ввода в эксплуатацию участок дороги получит новое асфальтобетонное покрытие, барьерное ограждение, освещение, тротуары и остановки автобусные. Вы сами отметили вначале, что в рамках БКД ремонтировались и создавались мосты, в частности, в Усьмайском, Тампонском районах. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» какие планы в этом направлении, в мостовом? По части мостов в текущем направлении работа также будет продолжена. На текущий момент у нас заключено 5 государственных контрактов. Работы будут проводиться в 3 районах республики. Мостовые переходы планируем в Сунтарском Усе, через реку Улахан-Хариалах. Завершены работы по устройству уже буро-добивных свай, демонтажу старого мостового перехода. Также планируем начать работы на мосту через реку Джероха в Алекминском районе. Там же в Алекминском районе планируется осуществить ремонт мостовых переходов через реку Большая и Малая Черепаниха, а также закончим ремонт мостового перехода через реку Вилюй на автодороге Анабар. Слушайте, ну планы тут тоже обширные, насколько я понимаю. Анатолий Васильевич, если говорить о еще одном важном показателе, который достигается в рамках нацпроекта и достигался и в рамках БКАД, теперь он вошел и в нацпроект «Инфраструктура для жизни», я сейчас говорю о достижении снижения аварийности на дорогах. Какие планы, какие показатели, к чему стремитесь? Да, как я и уже самое главное, как? отметил, что на всех участках ремонта и реконструкции мы в обязательном порядке устанавливаем барьерное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики. В прошлом году на объектах нацпроекта было установлено более 4700 дорожных знаков, порядка 43 тысяч погонных метров барьерного ограждения установлено и порядка 900 опор уличного освещения. Это по объектам нацпроекта. Также в рамках по направлению обеспечения безопасности дорожного движения планируется привести в нормативное состояние по линии безопасности дорожного движения порядка 224 километров автомобильных дорог путем устройства порядка 1500 дорожных знаков, установки свыше 33 тысяч погонных метров барьерного ограждения и установки, соответственно, уличного освещения в транзитных населенных пунктах. А система видеонаблюдения, ну, проще говоря, камеры скоростного режима в рамках нацпроектов не устанавливаются? В рамках нацпроекта мы не устанавливаем камеры фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения. Это у нас идет по линии обеспечения безопасности дорожного движения. Хорошо, Анатолий Васильевич, тогда в заключение предлагаю вот о чем. Есть возможность обратиться к водителям транспорта и еще раз напомнить важные советы для сохранения жизни на дорогах. В преддверии дорожно-строительного сезона хотелось бы обратиться к автолюбителям, к водителям, обращать особое внимание на предупреждающие щиты, аншлаги, дорожные знаки, предупреждающие и запрещающие в местах проведения дорожных работ, ремонтных работ. Хочу пожелать также любителям, автолюбителям, счастливого пути и легкой дороги. Ну, а водителям больших грузов надо напомнить, что системы весового контроля теперь заработали не в тестовом режиме и грозятся штрафами. Анатолий Васильевич, я благодарю вас за интересную беседу. Уверен, что все поставленные цели и задачи будут выполнены. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наш вопрос. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.